Слово предоставляется президенту Кыргызской Республики, уважаемому Садыру Нуркожаевичу Жапарову. Пожалуйста. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые главы государств, сердечно рад приветствовать участников второго саммита лидеров стран Центральной Азии и Китайской Народной Республики. Прежде всего, хотел бы выразить признательность президенту Республики Казахстан, уважаемому Касым-Жомарту Кемелевичу, за традиционно теплое гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Пользуясь данной возможностью, хотел бы также сердечно поздравить уважаемого господина Си Цзиньпина с прошедшим днем рождения и пожелать доброго здоровья, неизменного благополучия и новых свершений в вашей ответственной государственной деятельности. Центральную Азию и Китай связывает исторические, торговые и культурные связи, которые уходят корнями в глубину веков. Благодаря совместным усилиям мы вместе прошли огромный путь укрепления дружбы и добрососедства, установления и развития стратегического партнерства. С теплыми чувствами вспоминаю наш первый саммит, прошедший в мае 2023 года в городе Сияние, который заложил крепкую основу формата Центральная Азия-Китай, настоящего нашего сотрудничества. На сегодняшний день актуальность и значимость настоящего формата только возросла. За последние 2 года наш формат наполнился практическим содержанием, новыми инициативами и направлениями. В данном контексте мы приветствуем предстоящее подписание договора о вечном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который заложит основу нашим прочным отношениям на десятилетия вперед. Отрадно отметить, что в городе Сиань начал свою работу секретариат формата Центральная Азия-Китай, и сегодня с нами принимает участие генеральный секретарь Сун Вейдунь. Уверен, что деятельность секретариата во главе с господином Вейдун внесет вклад в развитие нашего сотрудничества на новый уровень. Желаю ему всяческих успехов в его дальнейшей работе. Уважаемые коллеги, переходя к основной части своего выступления, в первую очередь хотел бы отметить, что мы высоко ценим установленное с Китайской Народной Республикой всеобъемлющее стратегическое партнерство. Между Кыргызстаном и Китаем за последние несколько лет наблюдается 8-кратный рост объема взаимной торговли, и в прошлом году наш товарооборот составил рекордные 23 миллиарда долларов США. Конечно же, Китай является важным торгово-экономическим партнером не только Кыргызской Республики, но и всех стран региона. В связи с чем сегодняшний формат нашей встречи мы рассматриваем прежде всего еще одной возможностью придать новый импульс делу укрепления наших связей по всем направлениям взаимного интереса во имя процветания братских народов и государств. Уважаемые коллеги, дальнейшее углубление стратегического партнерства с Китаем мы видим в следующих 6 ключевых направлениях. Первое – транспортно-транзитная связанность. Прежде всего, хочу отметить важность реализации проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, по которому на сегодняшний день ведутся активные строительные работы. Этот транспортный коридор, являющийся ключевым элементом инициативы «Один пояс, один путь», станет настоящим мостом между странами, объединяя рынки и способствуя укреплению экономической и культурной интеграции всего региона. На кыргызско-китайской государственной границе общей протяженности более 1000 километров эффективно функционируют 3 контрольно-пропускных пункта, которые, по сути, служат вратами для Китая в регион Центральной Азии и Кавказа. Открытие 3-го пункта пропуска Бедель стало возможным благодаря личной поддержке уважаемого господина Си Цзиньпиня, за что выражаем особую признательность. Имеет высокий потенциал также автомобильная дорога Барскон-Уштурфан-Ахсу, проходящая через пункт пропуска Бедель
и соединяющая Иссыкульскую область с округом Аксу Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая. Мы рассчитываем, что совместно с китайскими партнерами сможем приступить к реализации этого стратегически важного проекта в ближайшее время. В перспективе данная дорога может стать одной из ключевых транспортных артерий, которая окажет мультипликативный эффект в расширении экономики и создании благоприятных условий для взаимных поездок и грузовых перевозок. Отдельно хочу отметить важность развития транскаспийского южного коридора, соединяющего Китай через Кыргызстан со странами Каспийского моря. Второе направление – энергетика. Наше сотрудничество с Китайской Народной Республикой в этой сфере наполнено серьезными результатами, в числе которых хотел бы отметить проекты строительства ЛЭП Датка-Кемин, нефтеперерабатывающего завода Джунда и начало строительства солнечных электростанций. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с китайскими партнерами в реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии, в том числе по строительству и модернизации гидроэлектростанций. Мы планируем достичь углеродной нейтральности за счет активного развития возобновляемых источников энергии. Кыргызстан располагает значительным гидроэнергетическим потенциалом и стремится к его эффективному использованию в интересах всего региона. Третье. Финансы и электронная коммерция. Трансграничная электронная торговля становится одним из драйверов нового экономического роста. В условиях тарифного противостояния между крупнейшими экономиками мира данное направление приобретает приоритетное значение в нашем взаимодействии. Мы разделяем позицию китайской стороны о том, что в торговой войне нет победителей, и выражаем надежду на разрешение имеющихся вопросов в ближайшее время. Для устойчивого роста всего региона мы видим значительный потенциал в развитии финансового, банковского сотрудничества, в создании совместных электронных платформ, региональных логистических хабов, а также внедрении современных финансовых инструментов. Считаем важным последовательно продвигать цифровое предпринимательство, расширять возможности для малых и средних компаний в электронной среде. Мы поддерживаем переход к более активному использованию национальных валют в расчетах, а также к альтернативной международной платежной системе. Четвертое. Образование и наука. Культурно-гуманитарное направление – это сфера, где наше сотрудничество развивается особенно ярко. Уверен, что среди молодежи наших стран высок интерес к изучению китайского языка и культуры. Наши студенты получают передовые знания в таких городах Китая, как Пекин, Шанхай, Сиань, Циндао, Гуанчжоу, Урумчи и других. Мы благодарим китайскую сторону за выделяемые грантовые места для обучения в ведущих китайских университетах и приветствуем дальнейшее расширение грантовых программ для студентов из Центральной Азии. Видим необходимость в продолжении реализации совместных программ в сфере образования и науки с широким вовлечением молодежи, в том числе путем активизации академических связей и реализации научно-образовательных проектов. Пятое. Туризм. Туризм является мостом дружбы, культурного обмена и взаимопонимания между нашими народами. На сегодня увеличивается число авиарейсов между городами Кыргызстана и Китая. В частности, авиасообщение установлено с такими городами, как Пекин, Сиань, Чэнду, Урумчи и Кашгар. Взаимно увеличивается число желающих посетить города Китая и Кыргызстана. За 2024 год Кыргызстан посетили 128 тысяч граждан Китая, тем самым рост составил целых 56%. В настоящее время совместно с китайскими коллегами ведется работа по либерализации визового режима на взаимной основе. Все это говорит об имеющемся большом потенциале развития туризма между странами Центральной Азии и Китая. В данном контексте мы видим весьма перспективным
проект создания туристических туров по местам прохождения древнего Великого Шелкового пути. И, наконец, шестое – сфера безопасности. Мы поддерживаем инициативу китайской стороны по глобальной безопасности. Подход, основанный на неделимости безопасности, уважении суверенитета государств, мирном урегулировании споров и отказе от конфронтационного мышления, отражает принципы, близкие и важные для Кыргызстана. Мы убеждены, что подобные инициативы становятся особенно актуальными в условиях растущей геополитической напряженности. Мы также поддерживаем усилия по координации в борьбе с терроризмом, экстремизмом, киберугрозами, наркотрафиком и другими вызовами. Мы последовательны в своей политике и активно поддерживаем усилия мирового сообщества, направленные на укрепление мира и стабильности в Афганистане, который является ключевым фактором для обеспечения региональной безопасности. Дорогие друзья, свое выступление я хотел бы завершить следующими словами нашего великого писателя Чингиза Айтматова. «Мир начинается с того, как ты живешь с соседом. И если в сердце твоем есть уважение, границы исчезают. Нет чужого горя, нет чужой беды. Мы живем рядом не случайно, а по исторической и духовной необходимости». Уважаемые коллеги, иными словами, только объединив усилия, мы сможем превратить наш регион в пространство мира, доверия, инноваций и устойчивого роста. Благодарю за внимание. Благодарю вас, уважаемый Садыр Нурожаевич, за содержательное выступление, конструктивные предложения. Убежден, что высказанные вами соображения внесут существенный вклад в активизацию нашего многопланового сотрудничества.